Полина Сергеевна Гольцова, соучредитель фонда, клинический психолог, супервизор, руководитель детского отделения Ассоциации МДР России, с выступлением на тему «Психологическая травма ребенка, мешающая формированию приверженности». Полина Сергеевна, просим. Рада вас всех видеть. Рада, что вы собираетесь на второй день нашего форума. Вчера было много разных очень полезных, содержательных выступлений, и очень радостно, что наше взаимодействие становится таким глубоким, межсекторным, межведомственным, и что мы действительно все как одна команда думаем про детей комплексно с разных сторон. И это очень приятно и радует то, что дети могут получить ту помощь, которая им необходима. И что они в целом нами видятся как целостная система, семья. И сегодня хочется продолжить наше общение и подумать, чем еще мы можем быть полезны нашим семьям и на что еще нужно обратить внимание. И как вы видели тему моего выступления, я продолжу историю, связанную с приверженностью. Это тема всех наших 2 дней. И про то, как в течение взросления дети могут сохранять и усиливать приверженность и свое здоровье. Вы все знаете, что такое приверженность и насколько она важна для детей, живущих с ВИЧ, и для людей в целом, живущих с ВИЧ. И Всемирная организация здравоохранения, прошу прощения, в 2003 году разработала такие факторы, они не связаны только с ВИЧ-инфекцией, это касается всех хронических заболеваний. И эти факторы заключаются в барьерах здравоохранения. Что это значит? Что иногда эта система может быть очень негибкой, очень формализованной, может быть сложно попасть на прием к врачу. И вы понимаете, что Всемирная организация здравоохранения, она делает обобщенные такие рекомендации, обобщенные выводы, основанные не на какой-то конкретной стране или нескольких странах, а по всему миру. Да, и здесь понятно, что каких-то стран это может не касаться, и мне кажется, что в нашей стране как раз сейчас минимальные барьеры здравоохранения, по крайней мере, для граждан Российской Федерации. Но в любом случае, если появляются какие-то сложности, когда невозможно сдать тесты, например, или невозможно получить лекарства, то это все влияет. Или не клиент-ориентированное, не пациент-ориентированное общение в здравоохранении, да, это все может создавать некоторые барьеры, которые затрудняют сохранять приверженность и которые мешают людям продолжать лечиться и выполнять рекомендации врачей. Следующий фактор – это сам человек, его состояние. И вчера тоже про это говорили, и про ментальные нарушения, и про, например, зависимости. Да, если это все присутствует, то понятно, что это тоже может снижать приверженность лечению. В том числе Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что если заболеваний несколько, то и плюс еще если много боли у человека физической, да, то это тоже все может снижать приверженность, потому что если нужно лечиться сразу от нескольких лекарств, от нескольких заболеваний разными лекарствами, и от каждого может быть своя побочка, то, конечно, желание лечиться может пропадать. Также мы все знаем про то, что очень важно, чтобы терапия была эффективная и с минимальной побочкой, и чтобы было удобно принимать. Да, и пути введения тоже очень влияют, и поэтому
исследователи, ученые, занимающиеся разработкой препаратов, да, стремятся к тому, чтобы это было приемов меньше. Сейчас разрабатываются формы, которые раз в неделю, раз в месяц можно принимать. Да, это считается, что это все влияет на поддержание приверженности лечению. Личностные факторы, не связанные со здоровьем, забывчивость, личные культурные нормы, убеждения, установки, разные другие моменты, связанные с представлениями человека о том, что такое болезнь, как надо лечиться. И также социально-экономические факторы. Давайте сейчас посмотрим. Что-то не получается переключить. Сюда. Нет? Угу. Спасибо. Если немножко сузиться и вернуться к ВИЧ-инфекции, то чаще всего описываются факторы, связанные с кратностью приема. Да, все помните, что 30 лет назад это были горсти таблеток, сейчас это часто одна таблетка в сутки. И, конечно, это гораздо проще принять одну таблетку, чем 3 раза по горсти. Следующий фактор, который тоже часто упоминается в связи с приверженностью лечению ВИЧ-инфекции, это социальные факторы, связанные со стигмой, дискриминацией, отношением медицинского персонала. И то, что вот мы говорили, барьеры здравоохранения. И следующее – это факторы самого пациента, да, принятие диагноза, уровень его информированности и другие его состояния. Если говорить про еще более узко и точечно про наших детей, что влияет возраст, конечно же, да, если маленькие дети легко соглашаются с родителями, даже если не очень приятно по вкусу лекарства, то в целом их можно уговорить за какое-то вознаграждение. Это достаточно просто. То в подростковом возрасте появляются другие потребности, отстаивать свое право во всем, и в том числе в принятии препаратов. Но и статистически подростки с разными заболеваниями могут чаще пропускать свое лечение и быть не такими приверженными, как в детском возрасте или во взрослом возрасте. Также личностные факторы, связанные с эмоциональным состоянием и с ситуацией в семье, в школе. И плюс информированность. Да, если подросток не понимает, зачем он пьет препараты, если диагноз не раскрыт, если родители говорят, что надо пить витаминки в 14 лет, да, то, конечно, убедить подростка пить витаминки невозможно, да, потому что он не понимает смысла так регулярно и четко в определенное время делать это. Но мы знаем, что дети не растут в изоляции, они не сами по себе, они не всегда рассматриваются в семейной системе. И то, что происходит с родителями, с законными представителями, очень влияет на их состояние, в том числе на приверженность. И таким образом, если законные представители не приняли диагноз свой, ребенка, своих родственников, например, да, если это бабушки, опекуны, и не могут согласиться с тем, что так случилось с их детьми и внуками, то естественно, что это определенным образом накладывает отпечаток на представление ребенка о болезни, о себе и может напрямую влиять на приверженность, так как нет мотивации сохранять здоровье. Также низкий уровень образования опекунов,
непонимание того, что это за заболевание и зачем надо соблюдать приверженность. Кроме этого, очень важна история, связанная с травмой, простите, с тайной и со страхом раскрытия диагноза, со стигмой, и таким образом в семье формируются очень строгие правила, когда нельзя обсуждать определенные темы, и это тоже определенным образом влияет на то, что невозможно спросить, зачем я пью таблетки, и проще их спрятать за холодильник или под тумбочку, чем разбираться со всей этой историей и сделать вид, что я выпил, и все от меня отстанут. Ну и сам по себе стресс, даже если все предыдущие факторы не сработали, если родители находятся в стрессовой ситуации, то это тоже может создавать большое напряжение. И когда мы начинали нашу работу в фонде, мы исходили из того, что мы понимали на тот момент, что очень важно информировать детей о самом заболевании, чтобы они понимали, что такое вирус, как он влияет на иммунную систему. Также мы понимали про то, что важно, чтобы была четкая приверженность по времени и были сформированы какие-то навыки. Мы думали все время про то, как помочь. Был разработан чат-бот, который напоминал, но, в общем, не всегда это срабатывает, но в целом мы думали в эту сторону тоже. Ну, кроме этого, мы иногда занимаемся такой адвокацией, когда помогаем подростку договориться с врачом, чтобы ему более комфортную схему подобрали. Но сейчас, наверное, это уже не так актуально, потому что сейчас уже почти у всех подростков одна таблетка, но раньше было по-другому, и мы помогали получить более современные препараты. И также мы понимали значение семьи, поэтому наши программы были всегда рассчитаны не только на самих детей и подростков, но и на их родителей. Да. Года 2 назад мы поняли, что есть еще что-то, что очень важно и что мы не учитывали раньше. Это некоторые навыки, потому что не всегда мы можем повлиять на законных представителей, особенно если это уже старшие подростки или молодые люди, которые живут самостоятельно. Поддержки может не быть, но жить с заболеванием как-то нужно, и поэтому мы стали думать про то, как все-таки помочь им сформировать эти навыки жизни, научиться соблюдать все эти режимы, учитывать разные моменты, и много делали упора на soft skills, на развитие навыков жизнестойкости, чтобы ребята справлялись лучше. Но мы замечали, что и это не всегда срабатывает. Вот все сделали, что могли, но приверженность все равно может быть низкая. И тогда мы стали думать, что же еще может влиять на приверженность. И учитывая мой бэкграунд, то, что я травматерапевт и работаю много с травмой, с детской травмой, конечно, возник вопрос, может ли травма влиять на формирование приверженности? В общем, для нас он, конечно, был скорее риторический. И мы понимаем, что если в семье у родителей есть принятие диагноза, если не было каких-то сильных стрессов у ребенка в течение детства и взросления, то эти ребята очень приверженные и социализированные. И часто они до нас не доходят, но даже если доходят, то они абсолютно здоровые, разносторонние, и им здорово живется и без нас. Мы очень рады, когда они приходят, помогают нам, когда они подключаются к нашим мероприятиям, но все-таки чаще всего мы работаем с детьми, у которых много разных травм. И вот что выяснилось, что да, это определение для тех, кто не знает, что такое психологическая травма.
выяснилось, что на самом деле есть исследования, которые показывают, что действительно психологическая травма влияет и имеет значительное влияние на приверженность. И наиболее высокие показатели снижения приверженности показали сексуальное насилие и эмоциональное пренебрежение. Что такое эмоциональное пренебрежение? Сейчас хочу немножко обратиться к врачам, потому что, наверное, для психологов это более очевидно, но люди, далекие от психологии, могут не различать вообще эти понятия, и эмоциональное пренебрежение может казаться чем-то более легким и не таким разрушительным для ребенка. Например, если говорить про эмоциональное отвержение, то это всегда какое-то активное действие, это то, что может быть заметно в общении между ребенком и родителем, как грубость, как неудовлетворение потребностей ребенка, да, и это видно, и мы это можем быстрее заметить. Но эмоциональное пренебрежение оказывает более выраженный негативный эффект и как раз больше вероятности того, что травма сформируется, потому что травма — это не само событие, а то, как отреагировала психика и то, как человек справился с этой ситуацией. Вот как раз к тому, что игнорируют, дети очень плохо приспособлены, и часто это их травмирует, и потом очень сложно это и диагностировать, и что-то с этим сделать. Да? Когда это не на поверхности, то не очень понятно, куда двигаться, с чем работать. Поэтому если вы будете обращать внимание на то, что ничего потерпит, ничего страшного тут нет, да, и какие-то похожие высказывания, что он на все соглашается, мы его спрашивать не будем, да, то здесь можно как раз для себя сделать пометочку, что такой семье, похоже, в первую очередь нужна помощь психолога. Ну вот, возвращаясь к связи детской травмы и приверженности лечению, тоже нашлись исследования. Конечно, исследований в целом немного. И по ВИЧ инфекции еще меньше, да, но вот есть такое исследование, которое показывает, что приверженность при большом депрессивном расстройстве напрямую оказалась связана с наличием детской травмы. Да, мы можем предположить, что при ВИЧ-инфекции происходит то же самое. Пока нет исследований, но, в общем, у нас большое поле для работы. И в этом году мы начали такую более серьезную исследовательскую научную деятельность как фонд. И я надеюсь, что мы ее продолжим, и, возможно, что мы будем двигаться и в этом направлении тоже. Как же именно влияет травма на приверженность? Почему вообще она влияет? Да? Потому что если ребенок травмирован, особенно если это травма как раз пренебрежения, то доверие ко взрослым и ко всей системе помощи может сильно подрываться. Дети никому не доверяют, поэтому не выполняют рекомендации. Им сложно контролировать себя, свои эмоции. И, соответственно, поведение тоже трудно контролировать, они просто забывают, да, но это не такая забывчивость, как было на одном из слайдов, да, Всемирной организации здравоохранения, а это влияние определенного опыта, да, это не просто непонимание или нежелание, а способ справляться, некоторая копинговая стратегия, которая помогала в каких-то других ситуациях, например, не обращать внимания и не зацикливаться на том, что как относятся родители к тебе, да, что можно игнорировать что-то. И прием препаратов тоже иногда можно проигнорировать. И это такой паттерн, который повторяется в разных ситуациях, хотя где-то он может быть полезен, а где-то смертельно опасен. Что же мы можем сделать как специалисты с разных сторон?
и врачи, и психологи. Конечно, мы не можем работать с детьми без участия родителей, поэтому в любом случае будем стремиться к тому, чтобы поддержать контакт с родителями и подумать, как можно улучшить детско-родительские отношения, как можно снизить уровень стресса и у родителей, и у детей. И очень важно понимать, что недостаточно, даже если мы будем работать с травмой ребенка, это не всегда изменит ситуацию. Иногда нам нужно сместить свой фокус внимания в первую очередь на родителей. И после того, как мы поможем им, уже можно будет помогать и ребенку, а может быть уже и ребенку не нужна будет помощь, потому что они сами выровняются и компенсируются. Ну вот здесь больше для психологов, да, чтобы понять, есть травма или нет, да, что можно делать и на что обращать внимание. Конечно, мы всегда спрашиваем про то, были ли какие-то инвазивные медицинские процедуры и другие события, которые обычно связаны с травмой. Также мы смотрим на приверженность и на семейный контекст, как выстроены детско-родительские отношения. Если все-таки мы понимаем, что есть травма, что она действительно влияет на приверженность, что мы можем сделать? В первую очередь снизить стигму, да, не нагружать родителей еще больше, что вот у вас травмированный ребенок или вы сами травмированы, а предложить помощь, да, объяснить, что действительно травма может влиять на приверженность, что это естественный процесс и что с ним можно что-то сделать, да, что есть психологи, есть методики, которые помогают улучшить состояние ребенка, помочь самому взрослому и наладить эту историю. Ну и также помогать выстроить рутины. И то, о чем сегодня я хотела поговорить, да, как раз предложить им поработать с этим травматическим опытом и родителям, и детям. И здесь очень важно, чтобы не только психологи это предлагали, потому что до нас они не всегда доходят. А важно, чтобы люди, которые их чаще видят, например, врачи, социальные работники, медицинские сестры, да, кто-то, кто присутствует более часто в жизни детей, показывали эти моменты и говорили о том, что есть психологи, они могут помочь, что можно помочь справиться, например, со страхом сдавать кровь, и ребенок не будет каждый раз истерично кричать перед входом в спеццентр и кабинет процедурный, да, что можно много еще с какой стороны зайти, чтобы помочь. Да? И здесь не вопрос того, что с вами что-то не так, вам надо к психологу, а вопрос того, что вам сложно, и есть люди, которые могут помочь вам. И здесь вот приведены разные фразы, которые могут помочь разным специалистам чуть-чуть подтолкнуть семью к тому, чтобы они обратились за психологической помощью. И как и вчера вот говорили про помощь ППМС-центров, да, это же может быть разная помощь, не только помощь непосредственно психологу по работе с травмой, но и любую другую помощь можно предлагать. Да. И здесь мне кажется, что очень полезно, что у нас много врачей эти 2 дня, и что вы как-то знакомитесь с этой информацией и сможете учитывать и этот контекст. Понятно, что некогда, но при этом это буквально 1-2 минуты, которые помогут, может быть, изменить судьбу ребенка и всей семьи. У нас уже нет времени, поэтому не буду на этом останавливаться. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то я готова ответить.
Полина Сергеевна, спасибо большое. У нас есть вопрос из онлайн-зала. А с какого возраста можно начинать травмофокусированную терапию? Ну, наверное, это зависит от метода. Я работаю в методе EMDR, и у нас нет ограничений. Можно вот буквально с рождения, если сложные роды были. То есть ограничений нет. Единственное ограничение, наверное, в компетенции специалиста, возьмется ли он за это. Но в целом такая возможность есть. Спасибо. А есть ли у нас еще вопросы? Может быть, здесь, в зале? Исчерпывающе рассказала Полина Сергеевна. А какие вообще есть еще направления? EMDR? КПТ травмофокусированное, телесно-ориентированные разные направления, соматическое переживание. Ну и сейчас, мне кажется, каждый метод психотерапии развивает свое направление Это по работе правда. с травмой. Поэтому есть даже такое понятие, как травмоинформированный психолог или психотерапевт, да, что здесь может быть не так принципиально какой метод, главное понимать суть того, что происходит с ребенком. Психодрама есть травмоориентированная. А вот как, может быть, говорить с родителями? Ну, вы приводили примеры формулировок, но я вот представляю, что родитель может, ну, как-то услышать и подумать, ну вот, я там травму нанес, и как-то, ну, не хочется сталкиваться с таким. Как, может быть, аккуратно? Но вот там были хорошие фразы про то, что я вижу, что вам сложно, да, описывать феноменологию, не анализировать, не интерпретировать, не показывать какие-то далеко идущие последствия, а вот сфокусироваться на том, что происходит прямо здесь и сейчас. Трудно принимать терапию, можно попробовать разобраться с психологом, почему, и помочь ее принимать более регулярно. Трудно сдавать анализы, можно помочь перебороть этот страх, да, и справиться при помощи психолога с этим. Да, хорошо. Спасибо большое, Полина Сергеевна. А еще есть вопрос. Супер. У нас самая главная проблема, вот мы видим грубую мать, да, конфликт с ребенком, и самое главное, ну мы-то понимаем, как врачи, что нам нужно направить, и все готово для этого сделать, но мать в грубой форме категорически отказывается. Как нам ее вот мотивировать на консультацию, ну, на эти ряд сессий, что сделать? Я, знаете, в таких случаях всегда иду от потребностей родителя. Родитель же не просто так грубым становится, он грубит, ну, там, грубо обращается с ребенком, потому что не выдерживает поведение ребенка. И можно говорить о том, что, ой, я вижу, что вам сложно справляться с ребенком. Можно обратиться к психологу, и психолог разберется, почему он так себя ведет, поможет вам наладить его поведение, например. Да, и таким образом родителю станет легче. Ответила? Спасибо за вопрос. Все. Спасибо большое, Полина Сергеевна.